Я не совсем понимаю, как я вам с Костей могу помочь. Мы просто никогда не работали в сфере моды. Я вообще-то работал и работаю. Я имею в виду в сфере высокой моды. Да все я разбираюсь. Правда, Вик? Чуть-чуть. Понимаешь, модный дом устроен совсем иначе, чем ателье. И производство, и продажи там организованы совсем по-другому. Не так, как на Михайловском. Тебе придется многому научиться. Знаете, и не боги горшки обжигают. И потом Костя очень способный. Пройдет время немного, и он всему научится. Ну, от меня никто не ожидает познания высокой моды. Так что я думаю, Костя их не удивит. Бабушка делает на тебя большие ставки. Ну, ты же профессиональный дизайнер. Тем более у тебя есть образование и опыт. Ну, опыта у меня не так уж и много. А образование я ведь не успела доучиться. Ну, в любом случае, ты разбираешься лучше нас в этом. Поэтому ты нам поможешь, чтобы мы не выглядели сильными профанами. Ну, тогда нам предстоит всем хорошенько потрудиться. Поэтому за нас. Это мои эскизы, которые я собиралась представить на неделе моды. А вот это те вещи, которые представляет она. Слушай, почти в ноль. Да. Хорошо, иди, Лиза. Вы же с ней поговорите? Иди. Лана, можно на минутку? Мне кажется, это сумасшедшая идея. Может, не надо? Мы уже все обсудили. Надо, Костя. Не бойся, у тебя все получится. Угу. Так, мне на работу надо, а то я опаздываю уже. Ой, а этого бабушка не любит. Давай вызовем тебе такси. Вы поезжайте на такси, а я отвезу Вику на машине. Спасибо, Татьяна. Я не знаю, как ваше отчество. Можно просто Татьяна. Не такая уж я и старая. Вы идите, я тогда рассчитаюсь. Я провожу. Пока. До встречи. Странно. Да. Привет, Марина. Привет. Ты как? Как ты себя чувствуешь? Я забыл сказать. Вполне. Он, конечно, такой псих, прям налетел на тебя. Ну, а ты тоже молодец. Врезал ему как надо. Ты знаешь, Я не ожидала, что ты умеешь драться. я вообще думала, что ты такой классический ботаник со слабыми мускулами. Но нет, ты ему как врезал в нос. Даже скорая приезжала. Мама испугалась, что ты сломал ему переносицу. К счастью, Потом, обошлось. потом скажу.
Алло, Олег, ты меня слышишь? Да. Хорошо, что обошлось. Спасибо, что позвонила, мне приятно. Правда? Слушай, а что ты делаешь сегодня? Сегодня вечером. Может быть, мы увидимся? Увидеться. Я бы хотела попросить у тебя совета. Извини, сегодня не могу, дела. А, ну ладно. Если что, звони. Целую. Счастливо, целую. Так. Рассказывай, братик. Что он творил? Лиза Братух – завистливая интриганка. Но у нее есть доказательства. Но еще непонятно, что было раньше, а что позже. Может, Вика сначала шила свои платья, уж потом Лиза срисовала их. Я хочу быть уверенной в этой Григоренко на 100%. А то потом выяснится, что мы взяли очередную посредственность. Сколько их уже было? И все с последствиями для нас. И потом он, кажется, влюблен в нее. Геннадий? Олег? В общем, ладно. Я тебя очень прошу, разберись, пожалуйста, с этим. Разумеется, не беспокойтесь, Софья Михайловна. Да, я поняла. Извините, если вмешиваюсь не в свое дело, но я все-таки не могу понять. Почему вы не хотите подать в суд на Янину Зборовскую? А смысл? Ее все равно отпустят, потому что срок давности давно истек. А я хочу увидеть ее крах. Хочу, чтобы ее жизнь превратилась в ад. Чтобы она потеряла все, что имеет. А все, кто ей дороги, от нее отвернулись. Выходит, ваш план отомстить ей? Да, но не только. Я хочу, чтобы Костя и Олег, а особенно Костя, получили все, что принадлежит им по праву рождения. Дом Зборовских, бизнес Зборовских, всю их недвижимость, активы, статус, деньги. Все. Вы знакомы с Софией Михайловной? Да, немного. Я уверена, она ни о чем даже не подозревает. Как она это переживет? Вы подумали об этом? Честно, Софья Михайловна интересует меня в последнюю очередь. Но это же жестоко. Знаете, Вика, когда вы станете старше, возможно, вы поймете, что не всегда можно и не всегда нужно прощать своих врагов. Спасибо, что подвезли. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте, Геннадий Юрьевич. Очень удачное решение. Если это придумал ее отец, то, возможно, нам стоило бы взять на работу и его. Что скажешь, Эдвард? Я следит за весь процесс. Вика взяла у него самое главное – настроение 80-х, окей? Образ, крой придумать сама. И подбор ткани не такие, как у ее папа. Преемственность поколений и при этом прогресс. О, я. То, что нужно. Линия плеча просто здорово. А вот манжет я бы слегка укоротил. Лучше же? Здравствуйте. О, как вы? О, мой. Доброе утро, Вик. А мы как раз обсуждаем ваши шедевры. Да, и есть замечание. Да, но только одно. Мне кажется, что если слегка укоротить манжет, то этот жакет станет более актуальным. Да, возможно, более актуальным. Но мне бы хотелось сохранить пропорции, которые в эту модель вложил мой папа. О, А мне бы хотелось с ним познакомиться.
Потому что мне кажется, что он одарен не менее вашего. Он умер. О. Простите. Салют. Очень занята. Поговорить надо. Быстро изложи мне суть проблемы. Какой проблемы? Что ты наговорила Софье Михайловне про Вику Григоренко? Я сказала правду? Послушай, Лизун, все твои разработки за вчерашний день. Но это ты так думаешь. Володя доволен качеством моей работы. И Софья Михайловна прислушивается к моему мнению. В твоих интересах сказать мне правду. Ты же знаешь, я все равно все выясню. Я все уже рассказала Софье Михайловне. О, Господи, что у тебя с носом? Это дело рук вашего внука. Олег тебя ударил? Ну, как видите. Что между вами произошло? Ничего особенного. Марину меня увел. Олег увел у тебя Марину? Не может быть. Очень даже может. Сам видел. Сначала он подвез ее до дома, после того, как они ночь провели вместе. Потом они так нежно прощались. В общем, ваши личные дела меня не интересуют. Я пришла поговорить о деле. Да? Я хочу собрать акционеров. Так, и по какому поводу собираемся? Нам нужно проголосовать за генерального директора. София Михайловна, я готов вас сменить. Я хочу, чтобы генеральным директором стал Олег. Что? Но ведь его же не интересует наш модный дом. Ну, он пересмотрел свое решение. И хочет серьезно заняться семейным бизнесом. Класс. Хорошо так. Переменил решение. Решил. А вы решили, да? Вместе. Ну, конечно, ничего, что я тут столько лет работаю, пока он по своим заграницам мотается. Что я был правой рукой отца. Что я ждал этого. Скотина. Он Маринку сначала меня увел, а теперь он хочет отжать мое кресло. Мое кресло, да? Не будет этого! Не будет этого. Будет так, как я сказала, Гена. Ты казах. Слушай, а где ваш этот добрый пушистый охранник-то? Мама и Нина его уволила. Заходи. Теперь это твой дом. Да. Нифига себе, как тут все. Нехилая хата. Точно моя? Но это все будет зависеть от твоего поведения. О, а это кто рисовал? Это наш с тобой дедушка. Он был очень хорошим художником. Никогда не слышал Иван Зборовский? Да не, откуда. Его работы даже в западных музеях есть. Крутой чувак.
Даже не верится, что он мой дед. Кстати, это он подал бабушке идею модного дома. Очень свободный был человек, мыслящий. О, а я думаю, в кого я такой талантливый? А? Ты его помнишь? Смутно. Он умер, когда мне было 5 лет. Пойдем твою комнату покажу. Кость. Все. Ну что ж, Нина Борисовна, состояние ваше, я считаю, удовлетворительным. Будем готовиться к выписке. Наконец-то. Надоело здесь уже без дела болтаться. Активничать я вам пока не советую. Я пропишу вам схему лечения, которую вы должны будете следовать дома. Хорошо? Ну, а пока отдыхайте. Спасибо. Опять ты? Я так понимаю, тебя уже выписывают? А тебе какое дело? Мне есть дело до всего, что с тобой происходит. Слушай меня внимательно. С этого дня мой сын Костя будет жить в твоем доме под видом Олега. Это еще зачем? Зачем, это тебе знать не обязательно. Это нужно мне и моим детям. И если ты хоть кому-то проговоришься, что у Олега есть брат-близнец, ты сильно пожалеешь. А если с его головы упадет хоть волос, я тебя убью. Поняла? О, твоя комната. Я в ней вырос. У тебя эта штука есть. А? Всегда мечтал это сделать. На память. Ты еще на пианино играешь? Да. А сыграй что-нибудь? У нашей бабушки была идея фикс. Обучительница всех музыки. Одного только Генки не коснулась, потому что у него совсем слуха нет. Любимому сыну в день рождения. Классное у тебя было детство. Ну что, теперь переодеваться? Так. Что с акциями? Мои доверенные лица скупили уже 10%. Это мало. Продолжайте. Хорошо, я вас понял. Вы говорите, этот старик на хуторе, он еще жив и даст показания? Думаю, да. Совесть на старости лет заела. А вы все-таки решили обратиться в суд? Не сейчас. Еще не время. Я дам вам знать. Даже если ее нельзя посадить, пусть хотя бы люди узнают. Ваша правда. Ваш гонорар за месяц. Будем на связи. Спасибо. Всего хорошего. Здравствуйте, Софья Михайловна. Проходи. Ну что, готовишься к неделе моды? Да, конечно. У меня уже почти готовы 2 модели. Хотите посмотреть? Целых 2?
Быстро ты справилась. Ну, а дизайн сама придумала? Честно говоря, не совсем. Значит, это правда то, что мне сказали. Ты позаимствовала идею у Лизы Братух? Что? У Лизы? Нет, мне достался блокнот от отца. Он всю жизнь работал закройщиком. Я взяла у него выкройки, дополнила их, доработала и… Значит, ты сама ничего придумать не можешь. Нет, почему? Я могу. Просто сейчас снова актуальны фасоны, которые были в моде в 90-е. Послушай, Вика, я взяла тебя на работу как талантливого человека. В надежде на то, что ты со своими оригинальными идеями поможешь выбраться нашему модному дому из кризиса. И мне не нравится то, что ты начинаешь работу чужих идей. Даже если это идеи твоего отца. А ты говорил, тебя мода не интересует. Я вообще-то знаю этот бренд. Да ты пижон, Олежа? Я вообще не пижон. Просто по роду моей деятельности я должен был иногда выглядеть прилично. Класс. Слушай, и что, я все вот это могу носить? Ну, конечно. Тем более, вещи совсем новые. Некоторые даже с этикетками. Что еще раз доказывает, я не пижон. Ну, в таком случае, прости меня, братан. Я буду переодеваться каждый день. Осталась одна деталь. Купить тебе очки. А тебе линзы. Ну что? Придется все переделывать. Софья Михайловна дала на все про все 3 дня. Да, не густо. Владимир Алексеевич знал, что я использую идеи пап. И ничего тебе не сказал? Знаешь, здесь у каждого свой взгляд и свое мнение. И Софья Михайловна иногда бывает капризной. А с Лизой ты должна быть очень и очень осторожной, я же тебя предупреждала. Здравствуйте, вы к кому? Ланочка, я хотела попросить тебя… Софья Михайловна, к вам посетительница. Здравствуйте. Здравствуйте, Софья Михайловна. Но я не к вам. Я к Виктории. Слышала, что это ваш самый молодой и перспективный дизайнер. Я бы хотела сшить у нее платье. Пожалуйста. Мне кажется, она вас узнала. Ну и хорошо. Пусть теперь теряется в догадках, выжила я или ее навестил мой призрак. Анна, вы правда хотите заказать у меня платье? Или это был просто предлог для того, чтобы показаться на глаза Софии? Да, правда. Хорошо, какое? Простое, но нарядное. И пусть оно будет белое. Белое, как снег. Пойдемте снимем мерки. Ты меня своей красотой до слез довел. Олег, рад знакомству. Константин, взаимно. Слушай, вроде с простыми стеклами, а как настоящие. Меня твои родственники моментально выкупят. Каким образом? Ты вылитый я. Скажите, а мы похожи? Угу. Ага. Я вам разговариваю иначе, на пианинах не играю. Я даже той семьи не знаю. Ни традиций никаких, ни привычек. А ты не волнуйся. Сейчас вся семья на таком нерве, что тут не до традиций. Так что никто ничего не заметит. А про работников модного дома я все потом подробно расскажу. Окей. Всего доброго. До свидания. До свидания. Я прошу, пожалуйста, спокойней. Мариночка. Мариночка. Мы с мамой хотим знать, что происходит.
А что происходит? Ты рассталась с Геннадием, теперь ты встречаешься с Олегом. Мама говорит, что они даже подрались из-за тебя. Марина, ответь отцу. Я рассталась с Геннадием, но вас это не касается. Послушай, дочка, я не требую от тебя, чтобы ты давала мне отчет о каждой прожитой минуте своего дня. Но если в твоей жизни происходят какие-то радикальные изменения, мне кажется, я имею право о них знать. Потому что я твой отец. Родители, любимые мои, что вы от меня хотите? Марина, нам с твоим папой кажется, что тебя несколько не туда несет. Ты несколько лет встречалась с Геной, мы были уверены, что вы поженитесь, и вдруг ты проводишь ночь с его родным братом. Ну, согласись, что это несколько ненормально. Это мягко говоря. И что у тебя с работой? Ты уволилась из модного дома, да? Я не знаю, мам. Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Ну вот. Очередной кризис жанра. Господи, как мне все это осточертело. Любочка, я прошу тебя, пожалуйста. Может быть, давай не будем дергать ее какое-то время. А тебе известно, что вчера ее забрала полиция? Мне позвонил начальник отделения. Ой, а что у тебя с лицом? Уволили? Зачем ты это делаешь? В смысле, что я делаю? Сначала берешь блокнот, воруешь оттуда идеи, выдаешь их за свои, потом меня же обвиняешь в воровстве. Ты чего хочешь? Перестань, я ничего не воровала. Ладно, я свою коллекцию переделаю. Что будешь делать ты? Послушай, я уже много лет работаю в модном доме. Ты только пришла. Начальство от тебя уже в восторге. Ты думаешь, это справедливо? Так это просто зависть. Как дела, девушки? Хорошо. За исключением того, что мне придется начинать все сначала. Софья Михайловна запретила мне использовать идеи моего отца. Вик, я знаю, что наша начальница время от времени бывает чересчур строга, но обычно она учитывает мое мнение. Минуточку, а как она вообще об этом узнала? Инна Борисовна, вот выписка. Берегите себя и будьте осторожны за рулем. Спасибо. Всего доброго. То есть ты действительно считаешь, что я должен отказаться от всего, к чему я шел так много лет? Ты же сама хотела, чтобы я возглавил модный дом. Нет, ты не хотела, ты мечтала. Если бабушка так решила, что мы можем сделать? Потом ты знаешь, что все решает совет акционеров. Попроси ее, поговори с ней, может, она хоть тебя послушает. Хорошо, сынок, я попробую, но ты же знаешь ее характер. Она никогда не отступится от того, что задумала. Ну, нормально. Значит, все достается Олежке. Невеста, мой бизнес, а я сиди и за этим всем наблюдай. Нормально. Нормально. Здравствуйте, Софья Михайловна. Но я не к вам. Я к Виктории Григоренко. Не может быть. Она же погибла. Слышала, она у вас самый молодой и перспективный дизайнер. Я бы хотела сшить у нее платье. Просто очень похоже. Да. Похоже. Да проходи, не бойся. Что хорошо в этом краю географии, тебя точно никто не найдет. Здесь все тихо, спокойно, а спать
просто отлично. Ты только не пугайся. Жить, в принципе, можно. Ну, это, конечно, не твои хоромы, но… Брат, да ты не переживай. Мне все равно, в каком состоянии твой дом. Я просто хочу пожить твоей жизнью. Ну, тогда проходи. Welcome. Ну, как-то так. Так, горячая вода в бойлере, газ с баллоном здесь, а отопление от обогревателя. Слушай, знаешь, хорошо. Атмосферно. Ага, что-то атмосферка. Ну, так что располагайся. Хозяева уехали за границу, так что теперь я сторожу эту крепость. Сейчас, извини, с работы. Да, тетя Ир? Ой, что ты нас совсем забыл? Алла Семеновна уже волнуется. Вроде выздоровела, на работу не выходишь. Тетя Ира. Честно говоря, столько всего навалилось. Я даже подумал, что я уволюсь. Ты что, нашел новую работу? Ну, можно и так сказать. Так что завтра я заеду с расчетом. А кто это? Костя, говорит, новую работу нашел, хочет увольняться. А ну-ка дай мне его. Костик, привет. А ты что это вздумал? Значит, слушай меня. Ты пока 2 недели, как положено по КЗОТу, не отработаешь, никакого расчета я тебе не дам, ясно? Так что даже не думай. Слушайте, Алла Семеновна, ну я все понимаю, но я работаю на новом месте. Значит так, слушай, что я говорю тебе. Сначала ты отработаешь положенных 2 недели, а потом ты получишь свои бабки. Все, давай, пока. Все хорошо? Да, проблема на работе. А кто такая тетя Ира? Мама Вики. Угу. Алла Семеновна? Ну, это ее тетка. Они обе работают у ее отца. Ну, хочешь, я тебя подменю на твоей работе? Чего? Ты хочешь сказать, будешь бегать по рынку, развозить заказы по городу? Почему нет? А ты вообще как? Сможешь со своим сердцем? Ты мне расскажи, что и как, а с сердцем я что-нибудь придумаю. Тем более проблемы с сердцем у Олега, а я Костя. Договорились. Привет, Викуш. Привет, мам. Ты чего так поздно? Работы много. Рук не хватает. А твоя тетя Алла не хочет нанимать новых работников. Говорит, надо экономить. Может, я могла бы вам помочь? Правда, мы сейчас к неделе моды готовимся, не знаю. Ну, было бы здорово, конечно. А то мы зашиваемся. Хорошо, хоть Костя передумал увольняться. Правда? Угу. А мне он сказал, что уходит из ателье. По итогу нет. Завтра обещал быть, как обычно, в 9. А что это ты шьешь? Похоже на свадебное платье. Да нет, это деловое. Просто клиентка захотела белое. Олег! 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 Привет! Привет. Я тебя зову. А, прости, не слышал. А я еду жизнь прожигать. Хочешь со мной? Куда? Да, в лагуну. Слушай, а может, какое-нибудь другое место? Хочешь, можем прогуляться, не знаю.
Ну, давай. Погнали. Костя, он меня бросил. Кто? Кто? Гоша. Сначала ревновал меня к каждому столбу, а потом взял и изменил мне с этой Людкой. Может, я сегодня у тебя переночую? Я не хочу домой возвращаться. Он из меня всю душу вынет. Так он же ушел к Людке. Да, я чувствую, что к ночи вернется. Я его знаю. Нервы мне трепать. Что, катать собрался? Давай лучше я в магазин схожу, приготовлю нам что-нибудь, вина куплю. Давай, я тебе хотя бы денег дам. Откуда у тебя такие деньги? На рынке заработал. Вот что ты посоветуешь, мне увольняться или нет? С учетом того, что работать моделью мне ой как осточертело. Ответь. Да, потом. Дядя! Купи даме розочки, а? Нет, нет, не надо. Нет. Чего? Почем? 10. Так, сейчас. О, так пойдет. 10. Да. Давай, пока. Это тебе. Спасибо. Я просто подумала, что это какой-то хулиган. Да нет, просто здесь продаются хорошо всякие штуки, вот они и торгуют здесь. Кстати, если весь день побегать, можно столько бабла нашибать. Бабла нашибать? Ну да. Откуда такой лексикон? Ты все больше удивляешь меня, Олег. А ты меня, Марина. Пойдем? Пойдем. Костя, так хорошо, что ты оказался дома, Да. а то я не знала, куда податься. Ну вот. Всех подруг растеряла с этим идиотом. Еще бы. Кость, а я иногда скучаю по тем временам, когда мы были вместе. Костя, как ты думаешь, а что было бы, если бы мы тогда не расстались? Ну, а ты как думаешь? Я... Извините. Я знаю, что ты, скорее всего, будешь меня отговаривать, но ты переживаешь трудный момент, и я должна быть рядом. Я заказала билеты. Извини, Я дико одну минуту. соскучилась, и мне нужно понимать, что у тебя там происходит. Вер, я... Пожалуйста, нет, нет, не отговаривай меня, умоляю. Я хочу тебя видеть и хочу познакомиться с твоей новой семьей. Я и не знала, что у тебя есть какая-то Вера. Она говорит с акцентом или мне показалось? Мне ответить? Нет, не надо, не надо. Привет. Привет, Вика, там
В общем, проходи. Привет. Привет. Вот знакомьтесь, Вика. Мы знакомы, это Лена. Ты что, дурак? Ну еще бы. На рынке закрутился вот. Гена, Яна, ужинать. А мы слышим тебя, бабушка, и уже идем. Молодцы. Мама? Вот, Яночка, специально для тебя запекла утку с вишнями. Надеюсь, мягкая. Давай тарелку. Спасибо, сынок. Ну, надо сказать, что пахнет она просто, ну, очень аппетитно. София Михайловна, я бы хотела спросить, а что, действительно Олег остается с нами и будет гендиректором модного дома? А разве он тебе ничего не сказал? Да нет. Видимо, забыл. Не понимаю, почему его до сих пор нет. В его состоянии нужно дома отлеживаться, а не по свиданиям бегать. Бабушка, давай не будем об этом, а то у меня сейчас аппетит пропадет. А я не о Марине. Мне кажется, у них с Олегом вряд ли что-то получится. Слишком уж они разные. Подожди, у нее что, у нее еще кто-то есть? Неважно. Захочет, сам расскажет. Главное, ты зря на него напал. У него совершенно другой любовный интерес. София Михайловна, я все-таки хотела бы вернуться к нашему разговору. А с Геной что будет? Вы же понимаете, что мальчик расстроен вашим решением. Он будет заместителем Олега. Ну, а чего? Зарплата хорошая, ответственности на порядок ниже. И потом, вы же братья, какая разница? Ты уже поработал в доме моды. Пусть Олег попробует. Будете вместе командой работать. Бабушка, я просто не могу быть вторым. Иногда, Гена, приходится. Гена. Еще посмотрим, как Олег будет работать. Простите. Поужинали. Гена, Геночка, я тебя прекрасно понимаю, но послушай, сейчас надо успокоиться и все обсудить. Мы обязательно придумаем, что делать дальше. Я понял, что у тебя полно. Иди! Да, я знаю, я во всем виновата, это моя вина, но я не могу сейчас ничего требовать. Это как-то связано с той фотографией! Сынок, прости меня, но я правда не могу тебе сейчас ничего рассказать. Ну, наконец-то. Ну, где ты ходишь? После сердечного приступа нужно отлеживаться, а не бегать на свидание. Ну, присаживайся. Попробуй утку. Это я с удовольствием. Знаешь, по-моему, Гена не очень доволен, что ты будешь гендиректором. А как у тебя с Викой? Ты знаешь, будь с ней поосторожней. По-моему, она не так хороша, как мы думали. А почему? На работе произошел один неприятный инцидент. Я еще не до конца ее раскусила, но как только раскушу, я тебе расскажу.
Бабушка, бабушка, какие у тебя большие зубы. О, бабушка, ты богиня. Да. Это очень вкусно. Я такую утку никогда не ел, честно. О, здрасте. О, здорово, братец. Пошли поговорим.